Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. Тема звучит так: как он там без вас? Если вы на расстоянии, если так случилось, получилось, что вы в данный момент не вместе, но очень интересуетесь, как у мужчины дела, пожалуйста, это для вас. Настраивайтесь, загадывайте и давайте будем смотреть. Я пока убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Он сейчас не один, его окружают какие-то люди, несколько человек, настоящих друзей рядом с ним в данный момент нет. Есть люди полезные, есть люди вредные, опасные, и есть люди, которые пытаются им управлять. Вот смотрите, стоит человек, который запутывает в клубок ситуацию, да, как будто бы пытается мужчину, вашего мужчину, в какую-то историю втянуть, либо как навязывают этому человеку какие-то действия, либо мысли, либо подталкивают к каким-то поступкам. Понятно, что вы все разные, понятно, что у всех ситуации разные. Мужчина у кого-то в командировке, у кого-то на службе, у кого-то просто в другом городе, в другой стране живет. Но тем не менее, обстановка вокруг загаданного человека, я так скажу, тревожная. Прям чувствуется, знаете, как электричество в воздухе, как вот разряды, да, как гроза надвигается, гром идет, там где-то слышно раскаты грома, и воздух уже такой вот прям влажный, сырой, и, понимаете, дискомфорт идет, дискомфорт. Страшно, боязно, хочется спрятаться. Вот это его состояние в моменте здесь и сейчас. Сказать, что он в опасности, я тут 100% так сказать не могу. Но то, что вокруг него что-то затевается, и что его хотят втянуть в какую-то переделку, это точно. Если у вас есть возможность поговорить с этим человеком, предупредите, чтобы он не верил высокому человеку, у кого есть усы, борода, но больше как усы идут. Почему-то прям словом говорят усы. Человек с усами — это просто нечто. Сложно назвать человеком. Хитрый, коварный, и злобный, пожалуй. Да? Тут какая-то еще и злоба присутствует, либо агрессия в сторону вашего мужчины. Усы. Вот кто с усами, пусть подальше держится от этих людей. Они для него опасны, либо конкретный человек опасен. Не подходи, не общайся, не верь этому человеку, не верь. Обманут, втянут, еще какие-то проблемы могут повесить, либо создать специально. Потому что именно этот человек закручивает эту ситуацию. Вокруг него вот такие, знаете, путы и веревки делает. Сети на него расставляют. Вот. Куда попал ваш мужчина? Почему он там? Почему он там, а не с вами? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот у него сердце вами живет. Душа к вам тянется, плачет без вас. Прям, знаете, вот тяжело, очень тяжело без вас. Мысли такие идут. Хочу чуда, прошу Создателя о чуде. Хочу закрыть глаза и быть рядом с ней. Там, где она, там, где спокойно, там, где уютно, там, где тепло, там, где нет таких проблем. Такие у него мысли. Девчоночки, кто с мужчиной плохо расстался?
плохо расстались, либо поругались недавно, либо расставались, но вот как не поняли друг друга, да, либо не сказали друг другу то, что хотели. Почему-то у мужчины такие еще мысли, как прощается с вами, либо он уходил, прощаясь с вами. Мысли были, что вот все, может, и не свидимся больше никогда. Какая-то грусть по вам, какие-то слезы по вам. У него что-то есть от вас. Либо какая-то ваша вещь, что-то связанное с вами. Но это не фотография, нет. Ну, фотография это по-любому у него есть. Вещь, платочек, кулончик, я не знаю, что-то вот, какой-то предмет маленький, небольшой. Может, какая-то футболочка, например, да, вы ее одевали, либо вы ему подарили. Какую-то вещь, он ее постоянно к сердцу прижимает, знаете, прям к сердцу прижимает. Я сейчас скажу, только не смейтесь, мужчина по вам плачет. Вот действительно слезы. Он не хочет плакать, он их стесняется, этих слез, но он ничего с собой поделать не может. Слезы, есть слезы. Какое-то у него состояние. Где он находится? Где он находится? Почему-то он с вами как будто бы все время прощается. Вот как будто бы каждый день он с вами прощается, потом заново как здоровается. Зачем вы его отпускали? Так, ладно. Как он без вас? Плохо он без вас? Плохо, девочки, плохо. Что бы он там вам ни говорил, как бы он там ни хорохорился, ни бодрился, ему очень плохо. Проблем очень много. Не видно, как выбраться из этих проблем. Смотрите, как в осаду его взяли, вот со всех сторон. Что-то его дергает, кому-то что-то надо, сделай то, сделай это. Отношение к нему идет какое-то надругательное, честное слово. Ну, я бы сказала, даже рабское, да, вот как к рабу к нему относится. Но понимаю, что это не рабство, да, скорее он как сам, да, на это дал согласие. Либо он сам виноват в том, что он сейчас оказался вот именно в такой ситуации. Так, у кого мужчина в браке? В браке и живет в семье. В семье. Кстати, это может быть как и брак, так и может быть родители. Семья, родители. Так, ну давайте так. Если он живет в браке, у него есть семья. Все, что он вам говорит, не соответствует действительности. Он не может вам сказать правду. Там он в семье кого-то боится, мужчину какого-то боится. Тот мужчина знает, как на него повлиять. Он ему неоднократно, скорее всего, угрожал, либо, ну, знаете как терять, что ли, тому человеку нечего, либо у него какая-то, может быть, даже власть в руках есть, но он его боится. Девчоночки, правду вам не говорит. Не говорит. Там, чтобы вам быть вместе, но я не знаю, что должно случиться. Чудо должно произойти, не меньше. Там не отпустят. Там не только эта жена не отпустит, там еще какой-то мужчина его не отпустит. Вот. И если мужчина живет с родителями, очень деспотичные родители, очень, они меньше всего думают об его счастье, больше думают о своем каком-то спокойствии. Скажем так, они могут прикрываться чем угодно, и любовью, и правилами, и религией, чем они только не прикрываются. Но истина только одна. Они думают за себя, они не хотят терять сына, да, хотя тут отношения больше не как к сыну, а как к прислуге, да, служка у них такой. Принеси, подай, отвези, принеси, поднеси, я не знаю, что. Такое отношение идет. Тоже вам не говорит правду, не говорит. Возможно, они совершенно даже про вас не знают, потому что он боится им сказать, он знает, какая будет реакция. Но в этом случае, если семья против, шансов больше быть вместе, потому что до этого мужчина уже доходит. Он доходит, что он живет в адских условиях, до него доходит, что у него нет будущего в этой семье. Он, конечно, любит своих родителей, но счастья-то хочется.
любви-то хочется, и хочется именно с вами. Здесь мужчина, скорее всего, решится на побег. Он просто от них убежит. Убежит и почти готов к этому поступку. Хотя он их очень любит. Так. Кстати, у кого-то может отыграться, что у мужчины серьезные проблемы с законом, с властью. Суды, опять же таки, могут быть. Либо угрозы какие-то вот со стороны власти, закона, суда. Он этого тоже очень боится. Он не говорит вам все как есть. Вот что-то рассказывает. Ну, крупицы, понимаете, там из того, что он говорит, ну вот фактов, правды где-то процентов всего лишь там, ну максимум 10-15, не больше. Не больше. Слушайте, у меня прям аж голова разболелась. Ему сейчас очень плохо, девочки. И еще такой момент, не хочу вас расстраивать, но у кого-то отыграется, что у него какая-то травма головы, скорее всего. Знаете, вот в глазах вот плохо вижу, вот как плывет все перед глазами, и боль, причем такая, знаете, локальная боль. Не вся голова болит, не как мигрень, а вот как травма, да, вот как ударили, либо какую-то травму головы мог получить мужчина. Такое состояние прям тумана. Больно, туман, страшно, непонятно. Загнали в угол. Выхода нет. Какой-то ужас. Девочки, кто себя узнал, кто узнал мужчину, просто напишите его имя в комментарии. Ничего писать не надо, просто имя его напишите. Я проведу обряд, который поможет мужчине облегчить ситуацию, ну и по возможности улучшить положение дела. Напишите имя, я проведу, просто я не могу, мне уже даже плохо стало. Тяжелый случай. Тяжелый. Знаете, вот где бы он ни был, он живет только лишь одной мыслью. Надежда на чудо, что скоро все поменяется, и он сможет вырваться из этого места. Ну, либо, как говорит, буду бежать. Бежать, куда глаза глядят, с меня хватит, я уже не могу, я не выдерживаю. Не выдерживаю. Почему-то ему страшно, что он будет для вас обузой, либо проблемой. Обуза, проблема. Последний разговор, который у вас был, крайний, да, не последний, крайний, у вас уже какие-то подозрения были, хоть он там отшучивался, либо отмалчивался, но у вас подозрения были серьезные. Вы прям прочувствовали эту ситуацию, вы прямо его прочитали. Сами не поняли, но прочитали. Тревожность у вас появилась. Но вы все правильно почувствовали, все правильно прочитали. Девчоночки, в храм идем, ставим свечку, заказываем молитву за здравие, обязательно за здравие. И к Николаю Чудотворцу идите на поклон, ставьте свечку, просите, чтобы Николай Чудотворец, угодник Божий, сотворил чудо, помог ему выбраться вот из этого ада. Это ад, я не знаю. У меня нет других слов, простите, я не хочу никого пугать. Но кто со мной давно, те знают, я не люблю такие отсыпки, я не люблю об этом говорить. Но что вижу, то вижу. У него даже, видите, в левой стороне дракон над ним. Видите, какой страшный, крадется. С левой стороны дракон. Но драконы — это опасность, это огонь, это всякие такие вот вещи, связанные: дым, огонь. Мгновенно, страшно. Сила, которая разрушает. Вот что у него за спиной находится. Вы знаете, еще такую вещь показали. То, что с ним произошло, скорее всего, это результат очень сильного негативного посыла в его сторону. Очень сильно негативный посыл. То есть у него-то судьба другая должна быть. У него судьба быть с вами, и вот в данный период времени вот быть вместе, жить, как говорится, работать, любить, ну, наслаждаться жизнью, одним словом, да, полноценная жизнь. Но ему вот этот чайник, который должен быть с вами, видите, ручку разбили.
То есть перебили ему его судьбу. Очень сильный негативный посыл был на этого мужчину. Очень сильный. Ну, кого-то прокляли, кому-то пожелали, кого-то погладили. Ну, а кому-то и похуже сделали. Похуже могли сделать. Вот если бы он у вас верующий был, вот если бы он у вас жил, соблюдал бы, да, не смеялся бы над высшими, а соблюдал бы хотя бы какие-то правила и ограничения, то он такого бы не было. Ну вот серьезно. Какой-то он у вас слишком самонадеянный был, слишком он такой, знаете, как на широкую ногу, да. Держите меня семеро, мне море по колено. Так все и пошло. Хотели как лучше, получили как всегда. Значит, девочки, пишите имена, кто узнал себя, у кого действительно мужчина в таких траблах находится. Пишите имена, я буду проводить обряд. Я не знаю, я не хочу вас расстраивать. Я не знаю, что я еще могу вам тут сказать. Действительно, ситуация патовая, но все поправимо. Все поправимо. Надо верить, надо бороться и надо просить. Вот именно просить. Просить, чтобы его вразумили, просить, чтобы его спасли, чтобы все закончилось хорошо. Ну, видите как, у него даже мысли, вот надежда на вас и мысли о вас. Если не вы, то никто. Вот даже его близкие, да, там мамы, папы, но не будут они для него ничего делать, просто не будут. А вы можете, потому что любите, и любите по-настоящему, потому что сердце у вас невероятное, доброе, большое, открытое. И вас высшие, вот слушайте, вас высшие слышат. Слышат, понимаете, даже не просите, думайте, они вас слышат. Поэтому я-то головой понимаю, что у всех разные ситуации. Может быть, просто загадали там знакомого парнишку, вот, интересуетесь, либо там, может, на бывшего смотрите. Но, девочки, кем бы он вам ни приходился, любовь всей жизни, либо мужчина бывший, у вас есть прекрасная возможность за него попросить у высших, да, помолиться от сердца, ему помочь и себе большой плюс карму записать. Не зря вы пришли на эту отсыпку, вы должны были это услышать, и вы сейчас должны принять решение. Либо отмахнуться и дальше пойти жить, либо заморочиться и попробовать помочь этому человеку. В любом случае, ваше решение, лишь только ваше. Со своей стороны я проведу обряд. Жду имена в комментариях. Будем спасать, что делать. Так, мои хорошие, извините за такое настроение, но я не могу ничего другое вам сказать. Что идет, то и говорю. Всем спасибо за внимание. Берегите себя, берегите своих любимых. И не забывайте, все в ваших руках. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.